Узкие коридоры, низкие потолки и очень темные классы. Учащимся 22-й школы Верхних Ачолуков не позавидуешь. Учатся в 2 смены в стесненных условиях. Здание не отвечает современным стандартам, сетуют преподаватели. Школа старая, до еще 37 года постройки. Ну, это место общежития в прошлом. И, конечно же, здесь условия очень ограничены, кабинеты очень ограничены, кабинетная система. У нас сейчас в результате этого ковида у нас в кабинетах сидят ученики в одних и тех же кабинетах. Дополнительно заниматься никаких условий у нас нет. Я уже не говорю о том, что даже мы не можем и позаниматься даже по своим урокам. Разносить наглядные пособия нам также невозможно. Это очень далеко, нам ходить невозможно. И оставлять эти наглядности у нас тоже места нет условий у нас. Дополнительного у нас помещения для этого нет, учительской у нас как таковой тоже нет, поэтому у нас очень большие проблемы. Благо, ютиться в старом здании осталось недолго. На территории сельского поселения начали возводить 2 новые общеобразовательные школы. Строительство учебных заведений стало возможно благодаря нацпроекту образования. Если одно здание около дороги уже близится к завершению, то эта школа по улице Эдельбаева только на начальном этапе. Строительство начали в мае 2021-го. Основная проблема, из-за которой пришлось сдвинуть сроки – ландшафт земли, выделенной под школу. Мы здесь переворотили где-то около 50 тысяч кубов земли в общем. И в итоге, вот после всего этого, мы здесь 2000 кубов глины не нашли, чтобы сделать обратную засыпку. Приходилось его возить со Средних Ачолуков с карьеры. Хоть преодолевать нулевой цикл было непросто из-за сложного рельефа, зато сейчас строительство идет быстрыми темпами. На возведение 1-го этажа у рабочих ушло всего несколько месяцев. На очереди 2-й, для постройки которого уже установили опалубку. До Нового года мы планируем вот эти 2 блока довести до 3, то есть залить полностью 3 этажа. И параллельно мы буквально день-два начинаем перегородки, кирпичную кладку с подвальным помещением, 1-й этаж, 2-й этаж. Готовимся к перекрытию 2-го этажа на этих 2 блоках, а потом еще остается 1 этаж. А потом переходим на те 3 блока. Здесь у нас будут вести работу, значит, внутреннюю, мы параллельно и там будем работать, и здесь будем работать. Школа типовая на 720 мест. Здание поделено на 5 блоков, 70 кабинетов, 30 из них учебные классы. Столовая на 100 человек. Актовые и спортивные залы вместимостью 250 человек. За ходом строительства и качеством проводимых работ на всех этапах следят надзорные органы. Все недочеты устраняются сразу. Строительство ведется согласно проектно-сметной документации. Самым строительством и подрядчиком я доволен. В принципе, они хорошо работают. Есть, конечно, чуть-чуть было отставание из-за того, что погодные условия в тот момент не позволяло работать, и рельефная местность неровная, и с учетом этих земляных работ пришлось чуть-чуть задержаться. А так сейчас подрядчик нагоняет те объемы, которые не успел сделать. Сейчас в данный момент ведутся работы по железобетонной конструкции, где-то 55-60% уже готово. Значит, материал, который применяется в строительстве, соответствует всем нормам. Значит, тот материал, который они привозят в соответствии со сертификатом, значит, бетон определенное время, когда мы заливаем, сдаем анализы, определенное время дают результат. Ну и бетон соответствует марке 350. Несмотря на то, что школа строится по типовому утвержденному проекту, различия имеются. К примеру, из-за особенностей ландшафта игровые и спортивные площадки будут располагаться на разных уровнях. Также на территории будет большой стадион и зеленые зоны. О сроках говорить пока рано. Сдача объекта намечена на 1-й квартал 2022 года. Идрис Ижиев, Мухаммад Белакиев, Новости 24.